Вы опять в Казани, расскажите нам, пожалуйста, ну, с какой целью приехали, какие планы на завтрашний день. В принципе, интервью будет позже, поэтому вы никаких там секретов не откроете. Ну, здесь ничего такого нет, здесь буду делать клип, подготовительный такой плей-офф, там, я не знаю, как они это будут делать, ну, во всяком случае, какой-то ролик будет делать, и я приехал для того, чтобы вот это все сделать. Вот. А так завтра целый день съемки, вот, а послезавтра я уезжаю. Mm-hmm. А клип записывается завтра же игра? Я пока не знаю. Ну, вот они как-то с утра это все будет делаться. Я просто так не в курсе этого. А чего ждете от плей-офф? Какие сенсации можно предвидеть вот со специалиста вашего уровня заранее? Где вы можете ожидать интересные моменты? В каких сериях, а на каких ну, этапах? сейчас пока сложно что-либо говорить, потому что, в принципе, вот там все, ну, понятно. Особенно первый этап. Там никаких, я не думаю, что что-то будет новое там или что-то такого. Вот. Не могу сказать. Хотя там вот у нас, ну, в нашей восточной конференции там будут играть, очевидно, или Борис, или Авангард там с Магниткой и с Уфой. То есть это как бы тоже такое противостояние будет такое серьезное достаточно. Вот. Хорошие команды, и они сразу попадают друг на друга. Поэтому здесь, ну, будет интересно. Вот. И я думаю, что и Сибирь, и, в общем-то, они показывают, что они, в общем, команда с характером, и тоже, в общем-то, будет непросто, кто пойдет. Ну, там, скорее всего, по-моему, кто там попадает-то? Не помнишь? Сибирь, сейчас скажу, секундочку. Ну, там... Ну, честно говоря, нет, не помню. Вот за самое интересное, это вот вы сказали, Магнитка и Авангард, скорее всего, будут играть. Да. Или Борис с Авангардом. Ой, или Борис с Магниткой. Борис с Магниткой, да. Поэтому вот эти команды сразу попадают друг на друга. И здесь, конечно, будет интересно посмотреть, кто как себя, значит, как сыграет. И, откровенно говоря, это не имеет значения. Там команда заняла второе место или там седьмое место, там, или шестое, там, третье, там, то здесь уже будет серьезная битва идти. Вот. Ну, в западной конференции там, в принципе, интересно, наверное, все же будет Динамо Спартак. Вот они сыграли, да, вот интересная борьба была, мне очень понравилась игра. Вот. Там Питер, ну, остальное, мне кажется, там такого ничего серьезного пока не вижу. Вот. Ну, вот это будет, мне кажется, очень интересно. Там, по-моему, кто там еще играет? Подожди, это... Так, сейчас вам скажу. Йокерит Локомотив, мне кажется, интересно. Да, Йокерит Локомотив, конечно, будет. Тоже интересная игра. Вот. Тоже сложно кому-либо давать такое какое-то преимущество. Я думаю, что в этом плане тоже будет. Первый раунд сразу такие серьезные команды играют. Да. А автомобилист, если что, с Сибирью будет играть как раз. Вот здесь вот что я поэтому говорю, что Сибирь показала свою игру, свой характер. В общем-то, команда, мне кажется, не случайно она, в общем-то, заняла 5-е место, по-моему, да? 5-й пока, да? 5-й. Они останутся на 5-м. Они на 5-м останутся. Не туда, на 5-м, не туда, ни туда не поднимутся. Да, вот. Не случайно, потому что, я говорю, они играют с огромной отдачей, с желанием, и игры показали, что они, в общем-то, не простая команда, и я думаю, что будет тоже очень серьезно. Тоже будет очень серьезно. Вот, автомобилист. Ну, автомобилист, в общем-то, они сезон тоже провели, можно сказать, неплохо. Вот, и будет тоже интересно посмотреть, как они смогут сыграть против с такой команды, которая, в общем-то, бьет, играет большой отдачей. Магнитка, вот интересный момент. Команда очень мастеровитая, с серьезным сейчас тренером. Вот. Как вы думаете, если команду весь сезон лихорадят, такие опытные игроки и с Воробьевым имеют шанс
вдруг неожиданно вообще резко прибавить, как, например, несколько раз сделал «Авангард». Ну, и я не знаю, что там у них происходит и происходило, там не хочу это обсуждать. Вот, я думаю, что они сами разберутся в своей работе. Вот. На данный момент я еще раз повторюсь, что не имеет значения, какой-то занял место сейчас, а будет иметь то, что как они подойдут вот к этим играм. Потому что каждый уже понимает, там готовится по-своему. Ну, и кто меньше совершит ошибок, тот, значит, будет выигрывать. Угу. Понял. А далее, Йокерит из сезона в сезон, это самая стабильная иностранная команда в КХЛ, да? Вообще самая стабильная. Стабильна на третьих-четвертых местах, но при этом команда никогда не проходила второй раунд плей-офф. Как вы думаете, с чем это связано? Это не кубковая команда? Я не могу сказать. Она, в принципе, команда, достаточно правильно сказали, что она команда стабильная, вообще наступает. Хотя бывает тоже у них и спады, и, все, это нормальное явление. Не бывает всегда все идеально. Но вот интересно посмотреть в этом году, как они будут играть, как они начнут. Они попадают после кого? Они после, если Сейчас, секунду. Я открою таблицу. Йокерит, Локомотив они сейчас играют. Да. Потом, сейчас же система-то в плей-офф у нас в российском такая, что играют в любом случае, то есть нету сетки конкретной. То есть в каждом раунде первая команда регулярка играет с последней, поэтому не предугадаешь на самом деле. Мне просто так для себя. Понятно, это интересно, я еще раз говорю, что там есть хорошие ребята, обучаемость неплохая. Вот, но чего-то у них не хватает. Может быть, не знаю, хотя там опытные игроки играют. Извините, перебил. Если фавориты все выиграют в первом раунде, то Йокерит будет играть со СКА. Вот это будет тоже серия, поэтому... То есть попадает под серьезного соперника. То есть второй раунд уже у кого-то уже первый начинается с первого раза очень серьезная команда. Очень серьезно. Вот, а у кого-то со второго. Поэтому не знаю, как они справятся с этим. Какое-то, может быть, у них психологическое такое есть. Но не могут они преодолеть вот это состояние, то, что если плей-офф все-таки... Плей-офф в любом случае это немножко другая игра, другая отдача, там, и хоккеисты проявляют себя с самой лучшей стороны, выворачивают себя. И тут уже никто не думает о постороннем, только думает о том, чтобы сыграть как можно лучше. Все случилось. Идите. Говорите, я слушаю вас. На команду. Поэтому будет интересно тоже посмотреть. Насчет, вы сказали, да, то, что плей-офф совершенно другая игра, я абсолютно согласен. У Акбарса сейчас много молодых, причем играют они в топ-6 в двух звеньях, да, первых. Там Воронков, Галимов, это Артем, который, да? Да. Воронков. Знаете их, вы же тоже их привлекали. Вот. Насколько, как вы думаете, это вообще лотерея или можно как-то предугадать и подвести молодых игроков психологически к такому испытанию? Впервые в карьере. Я думаю, что они войдут в это состояние. Для них, в принципе, они весь сезон уже играют и играют очень хорошо. И я думаю, что команда им поможет в первую очередь приобрести эту уверенность. Если ее не будет, условно, они всегда будут рядом, всегда помогут. Потому что в этом и заключается, что очень важно, как они себя поведут. Я еще говорю, что есть кому в команде поддержать их и помочь им. Смотрите, в начале сезона, вам не кажется, я со стороны, тоже с хоккеем слежу давно, что лучший свой хоккей Акбарс в этом сезоне показывал в первой половине регулярки? И не только по цифрам, там, 6-7 матчевые эти беспроигрышные серии, но и вообще по уверенности какой-то, по содержанию хоккея. А потом как-то все это шло немножко по нисходящей и в нестабильность уходит. Насколько это тревожно перед плей-офф, или это ни о чем не говорит? Я не знаю. Здесь я не могу сказать, и я и не хочу ничего говорить, потому что это надо знать, надо понимать, что там происходит.
какие задачи они ставят, и как они выполняются, это только может сказать главный тренер. Для меня, по мне, я считаю, весь сезон провели достаточно хорошо, стабильно. Вот, поэтому тренер работает хорошо, и тут у меня вопросов таких серьезных не возникает. Угу. А вообще, как бы, скажем так, по прогнозу, основные претенденты на финал Гагарина только это «Авангард» и «Ак Барс». Можете как бы плюсы и минусы этих команд раскрыть, на ваш взгляд? Нет, Артур, я этим заниматься не буду, понимаешь? Понятно, да. Это нет смысла мне. Вот, не надо этим заниматься. Я буду смотреть, будем надеяться, что команды проявят себя, команды покажут себя с самой лучшей стороны. Вот, и будет просто интересно. Угу. Так, еще один момент. Вот хоккеисты КХЛ, сейчас скандал был такой неожиданный достаточно. «Динамо» и «Спартак», которые как раз будут играть, да, в первом раунде, обратились в прокуратуру жалобой на главу профсоюза лиги Андрея Коваленко, что тот развивает свой бизнес личный на их членские взносы. Первый вопрос вам, вы что-то об этом слышали? И, нет, никакой информации не владели. Да. И второй тогда момент, как бы с Коваленко вы общались, что он себя представляет, как вы его оцениваете, как профессионала именно? Как хоккеиста мы все знаем. Как хоккеист, а как профессионал, что касается там вот этой работы, я никогда не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу. А так вообще, слышали вообще, смысл в этом профсоюзе игроков вообще есть или нет? Я не знаю. Подробности, я думаю, что это лучше игроков спрашивать, потому что они состоят в профсоюзах, какая там работа ведется, как она ведется. Я думаю, что они лучше объяснят. Угу. Нефтехимик все-таки попал вот буквально сегодня окончательно в восьмерку на Востоке. Как оцените игру команды? Вообще? Он уже попал? Почему? Да. Сегодня Кунь-Лунь. Нет, сегодня Кунь-Лунь там, Риги проиграл. Да, и все, точно. Они уже точно попали. И Хабаров не догонит уже, да? Нет. Это уже новость вышла, и мы эту новость дали, да? Все федералы эту новость дали. Молодцы, я скажу, очень хорошее начало было, это чемпионат, они хорошо, в общем-то, играли, здорово, потом какой-то был, может быть, спад был какой-то, вот, то, что они вошли в плей-офф, я скажу, что вылезли и достойно, так сказать, вошли в плей-офф, это, я думаю, что это приятно. Татарстан, две команды Татарстана показывают хороший, стабильный результат, поэтому это хорошо. Угу. А вам не кажется, что в Хабаровске излишние силы потратили на поиск конспирологических историй? Они вот перед тем матчем, когда проиграли 0-8 нефтехимику, первый вот из этих двух, сказали такое, что Лига специально судейством могла помочь, чтобы Ак Барс не ездил на старт в Хабаровске. Причем это, заявление было из клуба. Как вы? Тут я... Серьезно, вот такая Нет, чтобы так говорить, это надо какой-то, иметь какие-то основания, чтобы сказать, я не знаю, я не могу это прокомментировать, не могу, во-первых, я не знаю. Салават Юлаев из сезона в сезон. Вам не кажется, что это команда без системы? Я не буду подводить к этому вопросу, напрямую скажу, что вот команды нет системы развития и... у них, видимо, свой стиль есть, свой стиль игры есть, они его сохраняют, он им нравится, а дальше видно будет. И еще один момент осталось, последний, в принципе, обсудить. Интервью телефонное долгим не бывает. Воссоединение Овечкина и Ковальчука в Вашингтоне. Как оцениваете такое решение американского клуба? Овечкин очевидный лидер, не помешает ли ему это? Как Ковальчук справится, не справится на этой роли? Ваше мнение? Да нет, они взрослые игроки, они же не дети, они уже прошли огни и воды, они столько времени играют в НХЛ уже в командах разных, я имею в виду и Лев больше, Леша, Саша-то в одном. Вот. То, что так произошло, я не думаю, что там что-то будет. Я думаю, что какую-то цель они преследуют из Вашингтона, и поэтому они приняли такое решение. А то, что они там или мешать, я это не думаю даже.
Такого быть не может. Но говорят, что их просто не собираются в одно звено ставить, потому что они во многом дублируют друг друга и в большинстве по манере. Откуда бросать там и так далее. И такой момент, Овечкин 700-ю шайбу забросил. Момент такой, что, в НХЛ полно исторически и сейчас, и было российских игроков, которые были звездами настоящими НХЛ. Но таких, как Овечкин, которые бы вошли именно, равнялись на Грецкий, таких вот, скажем так, эпох, которые, вне временных рамках для НХЛ, таких хоккеистов российских не очень много было. Вы в «Динамо», когда работали с Овечкиным, чувствовали, что он может стать именно таким игроком, не просто звездой, а таким вот эпохой? Здесь не надо лукавить ничего, вы придумывать. Я думаю, что, конечно, видно было, что это будет игрок, а сказать там, каким он будет, это только, знаете, это надо там, сейчас можно сказать, вот он такой игрок. Был парень, который очень хотел играть, у него с огромным желанием играл, у него глаза такие были, он и в борьбу лез, все это делал. И видно было, что у него потенциал очень хороший. Он очень большой был потенциал. Поэтому он его реализовал, и, так сказать, и он достиг такого большого результата. А это в большей степени, наверное, все же его заслуга, потому что он любит хоккей, он, серьезно к этому относится, и я еще говорю, это не случайно такой результат. Вы на время плей-офф не собираетесь в Казани? Вообще, как талисман команды для поддержки? Я не знаю, пока ничего не могу сказать. Я думаю, что такие мысли есть, да? Здесь команда сама разберется, они серьезно готовятся. Нет, как болельщик, имею в виду. Как болельщик? В Казани, ходить на матч. Я по ситуации. У меня есть свои планы. У меня есть тактика, и я ее придерживаюсь. В таком случае спортсмены обычно говорят. Вот так и скажи.